Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши-Кшара. Сегодня в программе. Аслан Джаня провел расширенное совещание с главами городов и районов республики, по итогам которого дал ряд поручений. Минздрав закупил и передал новое лабораторное оборудование Республиканскому центру по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. В законе о туристической деятельности произошли изменения. Это касается работы экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов по туризму. Исполнение бюджета в реализации инвестпрограммы, собираемость за электроэнергию, проекты в сфере выращивания различных культур и животноводства. Эти и другие темы обсуждались на итоговом совещании, которое провел президент с главами городов и районов страны. По завершению совещания президент дал ряд поручений главам администрации и членам правительства. Все подробности в репортаже Гугуцы Вардания. Первым о проделанной работе отчитался глава Галского района Константин Пилия. Он рассказал, что общий объем бюджетных поступлений составил 56 миллионов при плане 48 миллионов. Перевыполнение составило 115%. В 2022 году задолженность за электроэнергию составила 36 миллионов 186 тысяч рублей. Жителям Галского района оказывается помощь в проведении полевых работ. Стали приходить частные инвестиции. Константин Пилия рассчитывает, что в район будет вложено порядка 1 миллиарда 208 миллионов рублей. Исполнение бюджета от Кварчалского района за 2022 год составило 105%. До 80% бюджета пошли на выплату заработной платы и социальных пособий. Задолженность за потребленную электроэнергию составляет 54,7 миллионов рублей. В районе реализуется ряд проектов по программе Минсельхоза. Они касаются выращивания цитрусовых и животноводства. Самый большой – строительство цеха по переработке сельхозпродукции. Теперь хочу остановиться на том, что проделано в 2022 году из средств местного бюджета и средств республиканского бюджета при поддержке президента, правительства страны. Началась реконструкция Кварчальского районного рынка общей сметной стоимостью 20 миллионов 838 тысяч рублей. Профинансировано уже 18 миллионов 625 тысяч рублей. Работы ведутся. Также проведен капитальный ремонт ограждения вокруг второй средней школы сметной стоимостью на 1 миллион 904 тысячи рублей. Проведена реконструкция центрального городского парка сметной стоимостью 10 миллионов 851 тысяча рублей. Это при поддержке Минфина, республиканского бюджета. Ашва также рассказал, что за счет средств государства сейчас в Кварчалском районе ведутся работы по реконструкции улицы Шавгенова. В Центральном городском парке установлена детская площадка, проведено озеленение территории. В перспективе благоустройство детского парка по проспекту Свободы. Доходная часть бюджета Учимчирского района при годовом плане 133 миллиона выполнена на 172 миллиона 614 тысяч рублей, что составляет 131%. Глава Учимчирского района Беслан Бигвава рассказал, что в городе Очимчира в районе морпорта построен завод по производству сухих строительных смесей. Производственная мощность завода 1800 тонн в год. В настоящее время там работают 15 человек. В дальнейшем предполагается увеличение мощности до 6000 тонн и числа работающих до 25 человек. Также в селе Дзюбжа агрокомплекс ООО «Золотой берег» планирует создание фермы по разведению мидий, устриц, пресноводных и морских креветок. В 2021 году введен в эксплуатацию санаторно-курортный объект «Золотое руно». Черноморская жемчужина, которая сейчас строится, это 16-этажное здание. В эксплуатацию они в мае месяце должны уже ввести. Объем инвестиций составляет на сегодняшний день 300 миллионов, и сейчас составит 350 миллионов до завершения. Значит, санаторно-курортный объект А проведен. Санаторный кемпинг «Галенка», это село Киндух. ООО «Донат», 9 коттеджей, город Очамчира. ООО «Саи», 9 коттеджей, город Очамчира. На стадии строительства у нас еще и по выделению земли порядка 10 объектов. В рамках инвестиционной программы 2022 в районе реализовано 7 проектов на общую сумму 320 миллионов рублей. Это устройство автодорожного покрытия в селах Мук, Маркула. Также введен в эксплуатацию детский сад, сделан капитальный ремонт распределительных сетей.
Построены водозаборное сооружение в селе Мок и контейнерная площадка. Доходная часть бюджета Гулрыбжского района за 2022 год выполнена на 105%. Собственные доходы района составили 91 миллион рублей, при плане 78 миллионов. В районе, как и в других, реализуются проекты по инвестпрограмме. По словам Аслана Барателия, прослеживается динамика частных инвестиций. Закончена процедура приватизации частного инвестиционного проекта дома отдыха Агудзера. В ближайшее время начнется восстановление и реконструкция объекта. Это самый крупный объект на нашей территории. 18 гектаров составляет его площадь. На стадии разработки проектно-сметной документации строительства морского порта в селе Байбушара и реконструкция Сухумского аэропорта в перспективе обеспечит увеличение притока туристов. Я больше чем уверен, что в ближайшие 2-3 года мы перестанем брать дотации с республики, мы станем расходную часть покрывать за счет собственных доходов. Мы порядка 200-300 миллионов, я думаю, будем зарабатывать сверх того, что мы сегодня имеем, 91 миллион, зарабатывать самостоятельно. В 2022-м из резервного фонда президента жителям района, пострадавшим в результате стихийного бедствия, было выделено более 5 миллионов рублей. Также из резервного фонда президента профинансирован капитальный ремонт кровли в школе Кацекыт на сумму 3 миллиона 800 тысяч. Бюджет города Сухум в 2022 году по доходам составил 1 миллиард 747 миллионов, по расходам 1 миллиард 565 миллионов. По факту в бюджет поступило 1 миллиард 619 миллионов 700 тысяч рублей. 103 миллиона 300 тысяч, Аслан Георгиевич, по вашему распоряжению, которые деньги поступили, по просьбе, которые документы, прошедшие комиссию по чрезвычайным ситуациям Кабинета министров, представлены документы, обработанные. И я до этого как-то докладывал, что мы городскими возможностями более 20 миллионов потратили на эти мероприятия. Значит, через Кабинет министров ваше распоряжение 103 миллиона 300 тысяч. Значит, я сейчас уточню цифру. 59 миллионов у нас деньги пошли на адресную помощь, 420 адресов получили материальную помощь в виде денежных средств. И 43 миллиона, и тоже из вашего резервного фонда, ну, если брать 103 миллиона, все вместе, они пошли на ремонтно-восстановительные работы по остаткам, где мы не осилили, и прошедшие через комиссию по чрезвычайным ситуациям. Все сделано. В принципе, на сегодняшний день не остается ни одного домовладения по тем стихийным бедствиям, которые были в 2021 году. Далее о проделанной работе за 2022 отчитался глава Сухумского района Алхас Читанава. При плане 159,8 миллионов рублей фактическое поступление составили 149,7 миллионов рублей. У нас наблюдается дефицит доходной части бюджета. Динамика роста есть небольшая, 102%, суммарно это 3,5 миллиона рублей. Расходная часть также выполнена на 95%. Относительно вопроса причин, по которым образовался этот дефицит, организация, которая в плановых цифрах значилась, свои обязательства не смогла выполнить, это Район-Абхазия, сумма выпавших налогов составляет 22 миллиона рублей, это 100% местный налог на прибыль. Ввиду этого образовался указанный мной выше дефицит. В Гудаутском районе выполнен ряд работ, связанных с укладкой дорожного покрытия, энергетикой и водоснабжением. Реализуются проекты инвестпрограммы. Кроме того, в районе проекты активно реализуют местные предприниматели. В 2022 из республиканского бюджета в Гудауту было выделено 274 миллиона рублей субсидий. Резервный фонд президента. Это 74 миллиона 507 тысяч рублей. Резервный фонд Кабинета министров 4 миллиона 682 тысяч рублей. Исполнение собственных доходов за 2022 год без учета средств, выделенных из резервного фонда президента и Кабинета министров, составило 110,6%. Расходная часть бюджета Гудаутского района при годовом утвержденном плане 525 миллионов 207 тысяч. В уточненном плане 776 миллионов 364 тысяч составилось за отчетный период.
В Гагарском районе прогнозируемые параметры экономики характеризуются положительной динамикой. Ожидаемый совокупный объем производства составит около 20 миллиардов 800 миллионов рублей. Активно развивается туристическая отрасль. В 2022 в районе проведены работы по асфальтированию улиц, укладке тротуарной плитки, благоустроен Приморский парк, проведен ремонт сети водопровода, ремонт в школе села Лодза и детском садике. В рамках встречи также отчитались мэры Афона и Пицунды. Выслушав отчеты, глава государства дал ряд поручений главам администрации и членам правительства. Президент обратил внимание на высокий уровень безработицы в районах. Уровень безработицы в Гальском районе 69%, в Ачимчирском районе 85%, в Кудаутском районе 81%, в Тхварчели 85% безработных от количества трудоспособного населения. В Сухумском районе 87%, это самая большая цифра. В Кулибском районе 53%, в городе Сухум 40%. И в Гагры сейчас мы вывели тоже около 65% безработных. Вот это самая главная проблема. Как ее решить? Решение этой проблемы, Беслан Цыбович, является ключевой. В связи с этим даю правительству поручение. Сроки исполнения поручения чуть позже мы назовем. А именно, людей необходимо занять работой. У нас есть программа развития, мы ее подписали. Не считаю лишним, а считаю в дополнение этой программы изучить, как у нас обстоят дела с производством, выращиванием цитрусовых. Дайте поручение главам районов. Каждый глава должен знать в советское время, какие объемы производились, на каких землях, какие колхозы и совхозы. Давайте перед собой поставим задачу достижения вот этих показателей. Цитрусовая ликвидная продукция. Ликвидная продукция. Деньги нужны? Конечно, нужны. Конечно, нужно привлечь инвестиции. Давайте посчитаем, сколько денег туда нужно привлечь. Давайте подготовим инвестиционные проекты для привлечения этих инвестиций. Давайте посмотрим, у кого эти земли сегодня находятся в аренде. Давайте подумаем, как им можно помочь. Если им нельзя помочь, то они сами себе пусть помогают. Давайте сделаем так, чтобы наша земля нас кормила более обильно. Если земля способна при правильных технологиях давать урожайность высокую, мы должны за это бороться. Давайте в рамках одной культуры разберемся, почему мы имели возможность в советское время выращивать больше 100 тысяч тонн, а сегодня у нас эта цифра как минимум в 2 раза меньше. В причинах этого и поэтапно начнем решать эту проблему. Мы же хотим, чтобы у нас не было оттока сельских жителей в города, но каким-то образом людей надо задействовать. Это и крупные предприятия могут, помощь мелким предприятиям и по 2 гектара, и по 3 гектара. Здесь надо смотреть. Дорожная инфраструктура Абхазии должна быть налажена к 1 мая, отметил Аслан Бжани. На восстановление освещения на трассе Псол-Сухум выделено около 120 миллионов рублей из инвестпрограммы. На эти деньги планируют заменить все светильники, заказать 5700 плафонов, 300 опор и отремонтировать трансформаторы, обеспечивающие освещение дороги. Аслан Бжани дал поручение премьер-министру и вице-премьерам ввести в практику непосредственное общение с главами администраций. Министерством экономики и сельского хозяйства главам районов поручено предпринять максимум усилий для поиска и привлечения инвестиций в сельскохозяйственную отрасль. Гугут Савардани, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Видеозапись совещания президента с главами администрации городов и районов республики по итогам 2022 года смотрите в нашей программе 27 января. В Москве в посольстве Сирийской Арабской Республики состоялась встреча чрезвычайного полномочного посла Абхазии в Сирии Баграта Хутаба с чрезвычайным полномочным послом Сирии в России доктором Башаром Аль-Джаафари.
Об этом сообщает медиа-центр МИД. Дипломаты обсудили актуальные вопросы абхазо-сирийского межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической, банковской сферах, взаимодействия в области культуры и спорта. Особое внимание было уделено предстоящему заседанию абхазо-сирийской межправительственной комиссии, которое планируется провести в Абхазии в 2023 году. Также прошла встреча Башара Аль-Джафари, Баграта Хутаба и торгового представителя Абхазии в России Олега Барцец. Обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества. Достигнуты договоренности о путях практического взаимодействия в целях развития взаимовыгодных бизнес-проектов. Министр здравоохранения Эдуард Будба в рамках рабочей поездки в Восточную Абхазию посетил центральную районную больницу города Гал. Главврач медучреждения Астамур Гамге рассказал о работе больницы. Министр осмотрел ход ремонтных работ в помещениях лаборатории СЭС и детского приемного отделения. Кроме того, глава Минздрава пообщался с пациентами больницы, поинтересовался тем, как принимают и обслуживают граждан в ЦРБ. Затем Эдуард Будба провел совещание с руководством больницы. Главу ведомства проинформировали, что в районе есть социально уязвимые семьи, нуждающиеся в оказании помощи в сфере медикаментозного обеспечения. Больница предоставляет препараты первой необходимости, но этого зачастую недостаточно. Эдуард Будба отметил, что это актуальная проблема во многих районах страны, и он планирует обсуждать этот вопрос с руководителями районов. Доктора обозначили проблему нехватки детских врачей, доложив, что в районе отсутствует патронажный обход. Поговорили с активом больницы, и посмотрели отделение, пообщались и с пациентами, пообщались и с коллективом. Да, действительно есть сложности. Сейчас определили приоритеты, которые необходимы для того, чтобы получше оказывалась медицинская помощь. Поговорили с хирургическим блоком, обновим инструменты. Есть вопросы по стерилизации, это сухожары. По педиатрической службе переговорили, общие вопросы переговорили, но я думаю, постепенно, поэтапно будем все это дело обновлять и заниматься вплотную этими вопросами. Первоочередные проблемы, конечно же, касаются медикаментозного оснащения, но совместными усилиями этот вопрос тоже будем ликвидировать. Также в этом году планируется снабдить больницу кислородными точками. Мы уже с Валерием Ильичем обсуждали эту тему. В перспективе было бы, конечно, хорошо снабдить больницу лифтом, так как наши сотрудники, к сожалению, на своих плечах поднимают весомых пациентов. Вот. Ну, также по работе скорой помощи тоже все нюансы были обсудили. Минздрав закупил и передал новое лабораторное оборудование Республиканскому центру по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Оборудование, закупленное на сумму 1 472 000 рублей, уже установлено и введено в эксплуатацию. Репортаж Асиды Малия. Анализы на ВИЧ и вирусные гепатиты Б и С по установленным в Абхазии нормам обязана сдавать каждая ожидающая рождения малыша будущая мама. Ведь врачам-гинекологам необходимо владеть подобной информацией, чтобы объективно оценивать состояние здоровья пациентки и сделать все необходимое, чтобы ребеночек родился в срок и здоровым. Эти анализы, согласно госпрограмме по родовспоможению с 2005 года для гражданок Абхазии, бесплатные. Забор крови, лабораторные исследований и в целом все, что связано с получением корректных данных, важна не только профессиональная работа самих лаборантов, но и, конечно же, исправная аппаратура, на которой производится многоэтапный процесс обследования крови. Несмотря на то, что лаборатория Центра по борьбе со СПИДом одна из самых молодых в стране, здесь используют передовые технологии. Важно быть уверенным, что результат анализа не ошибочный, поэтому своевременная замена оборудования крайне необходима. Данный аппарат – это вот то, что купила сейчас Министерство здравоохранения. Мы используем метод ИФА-диагностики, и при определенных этапах нам необходимо промывать. Этот прибор на самом деле считается один из лучших, который вообще есть. Вот. В нашей заявке было указано только этот прибор, потому что оно и по качеству, и по сроку нам дольше будет служить. Вот. Затем это термостат для инкубации, центрифуга,
как я говорила, коагулометр и дозатор. Если переводить с технического на простой язык, то можно сказать так. Лаборатория обновила активно используемую медтехнику своевременно, ведь за годы пандемии в этой лаборатории трудились на износ, принимали биоматериалы как с военного госпиталя, так и других, переведенных на усиленный режим работы медучреждений, исследовали кровь на ряд важных показателей. Центр СПИД не остался на стороне во время инфекции ковид. Мы одни из первых, которые встали в строю и помогали нашим всем гражданам. Госпитали, начиная от Гагры, заканчивая от Кварчала, нам присылали биоматериал. Нагрузка была очень большая. Только за 2001 год обследовали порядка 14 тысяч пациентов из стационара. Все, что есть в этой лаборатории, один большой и сложный организм. Исключив из него что-то одно, будет невозможным полноценное обследование. К примеру, аппараты Real-Time ПЦР-диагностика и проточный цитофлуориметр. Это два основных прибора, которые крайне необходимы нашим ВИЧ-позитивным пациентам, потому что необходимо определять как вирусную нагрузку с помощью ПЦР-диагностики и так определять иммунный статус. Это благодаря вот этому маленькому прибору. В пределах 2-3 миллионов они могут стоить. Да. Как долго он у вас находится? Этот прибор он у нас уже на протяжении 3-4 лет. А ПЦР-диагностика нам буквально приобрели в год, когда вот ковид начался. Это был 2021 год, начало 2021 года. Новое оборудование, переданное Минздравом республики, установили и настроили на работу фактически сразу. По стоимости обновленная техника обошлась бюджету Минздрава в 1 миллион 472 тысячи рублей. Сейчас, по словам Саиды Палба, лаборатории Центра СПИДа обеспечены всем необходимым оборудованием. По ее словам, сильно подорожали реагенты. Это то, без чего работа попросту может остановиться. Но, судя по всему, этого не стоит опасаться, поскольку Абхазфармация продолжает поставки в стандартном режиме. Асида Малия, Рамо Камке, Абхазское телевидение. В законе о туристической деятельности произошли изменения. Новые правила, уже вступившие в силу, касаются работы экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов по туризму. Теперь пройти аттестацию в Министерстве туризма могут только граждане Республики Абхазия. Кроме того, для работы экскурсоводом необходимо иметь законченное высшее или профессиональное среднее образование. Помимо этих изменений, закон о туристической деятельности содержит и другие поправки. В соответствии с законом мы разработал Кабинет министров порядок аттестации, то есть подзаконно, где прописаны все эти требования. Более детально с данным порядком можно ознакомиться на официальном сайте министерства, где он размещен. Также был еще один подзаконный акт об оказании экскурсоводов услуг на территории Республики Абхазия. Благодаря этому подзаконному акту теперь экскурсовод в обязательном порядке должен быть в штате либо по договорной основе работать в экскурсионной организации. Экскурсионная организация, в свою очередь, выдает ему единую путевку экскурсионного образца. Документ, позволяющий осуществлять экскурсионное обслуживание на территории Республики Абхазия. Если переходить теперь к экскурсионной путевке единого образца, также новое положение, где экскурсионная путевка уже будет, вот есть старого образца, теперь уже будет нового образца, где она будет с QR-кодом. Там будет и серия, и номер, которая будет отсылать к той или иной экскурсионной организации, за которой она закреплена. Также хотелось добавить, что раньше положение об аттестации экскурсоводов, гидов, переводчиков и инструкторов было внутреннее, то есть внутри министерства оно регулировалось. Теперь это закреплено постановлением Кабинета министров. И дополнением хочу сказать, что теперь свидетельства, которые будут получаться после прохождения аттестации, то есть в уполномоченном органе, то есть в нашем министерстве, также являются документами строгой отчетности, где есть серия и номер. Теперь министерство наделено полномочиями выявлять и применять штрафные санкции к нелегальным экскурсоводам. Так как в законе о туризме прописано, что экскурсовод должен быть аттестован в профильном органе, то есть в Министерстве по туризму, и также быть гражданином, в первую очередь составляется протокол, а на основании протокола уже составляется постановление. Все штрафные санкции будут применяться к нелегальным экскурсоводам в ходе не только курортного летнего сезона, но и всего круглого года, потому что экскурсионная деятельность на территории Республики Абхазия, она круглогодична.
В Абхазском институте гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулия прошла презентация 2 сборников президента Академии наук Абхазии, доктора филологических наук РАН, профессора АГУ Зураба Джапуа. В книгах представлены статьи и этюды по вопросам фольклористики, абхазоведения, кавказоведения. Издания рассчитаны на фольклористов, кавказоведов и широкий круг читателей. Зураб Джапуа – автор более 300 работ, в числе которых 3 монографии, 2 сборника статей, 12 подготовленных им различных изданий полевых и архивных материалов. Презентация сборников организована отделом фольклора Абиги. В 2022 году я издал 2 сборника. Один сборник на абхазском языке, другой на русском языке. В оба сборника вошли работы, написанные в разные годы, в разное время. Есть работы, которые были опубликованы в каких-то журналах и так далее, но в отдельных сборниках, книгах моих не входили еще. А посвящены они абхазоведению, кавказоведению. Есть статьи, написанные, скажем так, которые писались долгое время, скажем, в фольклорной культуре, диаспоре абхазской, жанровой системе абхазского фольклора. Тираж 300, по 300 экземпляров, к сожалению, маловато. Книги изданы в издательстве «Академия». Абхазы издревле славились тем, что являются хорошими наездниками. И сегодня молодое поколение не сдает позиции. Молодежь активно интересуется лошадьми и конным видом спорта. Конно-спортивная школа «Леон», расположенная в селе Ачадара Сухумского района, уже 8 лет обучает детей азам верховой езды. Об этом репортаж Сарии Кварасхеля, который мы предлагаем вашему вниманию в рубрике «Амшипшара Яцу» сразу после новостей. Далее о погоде. По сообщению гидрометцентра, в пятницу 27 января на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 1,6, днем 8-13 градусов, температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.